Ты всю свою жизнь посвятил искусству. Скажи, пожалуйста, как ты, черкес, адык, выбрал эту профессию? Почему? Зачем? У меня по отцу были оружейники, предки. По матери тоже. Ювелиры, оружейники. Ну, и это в генах было. Мать швейный мастер крутой была. Ну, и она шила по ночам, я рисовал, как бы. Ну, так дорисовался, что в художку попал в Москве. Всегда готовили к смерти, к войне детей с детства. Сейчас коммерсантов готовят, чиновников. Но рисование – это как бы не дело. Но отец видел, что я такой шустрый, прыткий, что он говорил, пусть лучше художником станет, если хочет, чем я за него потом краснеть буду. Вот так я попал в искусство. Сияб захор кундульмо шахаса гушаба. Станковый живописец, график, книжный иллюстратор и монументалист Феликс Петуваш. Его работы находятся во многих российских и зарубежных собраниях. Художник не любит лишней суеты. Для создания этих работ, монохромных, загадочных, медитативных, порой суровых и трагичных, необходимо особое состояние. Однажды на вопрос, почему в его картинах так мало света, художник ответил: «Сердце мудрого в доме печали, сердце глупца в доме радости». Творчество Феликса Петуваша – это такое окно в неповторимый мир, в неповторимое состояние, в некий архетип психологического состояния и состояния и природы, и психики человека, и некоторую даже философскую парадигму, потому что заснеженный какой-то маленький пейзаж, как часть вот этого снежного шара, который новогодняя игрушка, да, который абсолютно замкнутый сам в себе мир. В этом мире одновременно не соприсутствуют остальные территории, состояния природы. Это такая нота, как камертон. История адыгов уходит своими корнями в глубокую древность. И от глубины веков по недавние времена это были годы сражений, войн, вынужденной самоизоляции. Ни одна из религий не является объединяющей для жителей республики, так как духовная культура Адыгеи основана в большей степени на Адыгэ-Хабзе, этико-философской доктрине черкесов, касающихся моральных и этических законов, отношения к старшим, родителям, женщинам, а также содержащей советы касательно поведения в той или иной ситуации и о разрешении споров. Здесь складывался нардский эпос, проходил великий шелковый путь. Серия, на которой мы с тобой познакомились, это гратография книги Халиля Джибрана «Пророк». И она, на мой взгляд, раскрывает сокровенные смыслы нашей жизни. В моей картине мира ты не только художник, но еще и философ. Расскажи, как у тебя появилась идея иллюстрировать эту книгу и где ты ее нашел? Все случайно в этом мире. Друг один в Кабарде какие-то книжки мне дарил. Знаешь, я любитель всего этого. И целую пачку подарил. Я так думал, человеку не нужны, наверное. Что-то он мне вязанку такую задарил вдруг. Смотрю, палестинский писатель какой-то, даже художник.
Нобелевский лауреат там. Ну и стал читать. Ну и сильно был удивлен. У него вообще человеческий взгляд какой-то такой на мир отстраненный. И ислам, буддизм, христианство, все, чем я интересуюсь, как бы. Вообще я никакой не верующий, ни во что не верю. И вот он смотрит так же на все эти религии, как я, как на литературу, как на историю. И все у него там в комплексе, и выводы такие общечеловеческие. И я понял, что это не только кого-то конкретно, там, христиане, мусульмане. Это нас, адыгов, касается вообще, все, о чем он говорит. Феликс упал мне как снег на голову. И я считаю, что во взаимоотношениях коллекционера, собирателя и художника очень часто присутствует провидение. Это был тот самый случай. В город Майкоп я приехала с выставкой, поскольку в городе Майкоп есть замечательный северокавказский филиал Государственного музея Востока. И замечательная, яркая, харизматичная дама, директор Нафисет Зачариевна Кушу, сказала, что у тебя прекрасная выставка. А теперь я хочу, чтобы ты познакомилась с настоящим искусством представителей нашей республики. Мы приехали в мастерскую Феликса. На стенах мастерской я увидела то, что нашло в моей душе глубочайший резонанс. Я увидела глубину, я увидела вечность, бесстрастную, прохладную, величественную. И слово за слово мы разговорились о литературе. И автор, который объединил нас, стал философ Халиль Джибран. И его книга «Пророк» и серия графических работ Феликса явилась его видением, иллюстрацией к этим работам. И удивление его, когда он понял, что я также эту книгу читала, люблю и понимаю, не было предела. Любите друг друга, но не превращайте любовь в цели. Пусть лучше она будет волнующимся морем между берегами ваших душ. Наполняйте чаши друг другу, но не пейте из одной чаши. Давайте друг другу вкусить своего хлеба, но не ешьте от одного куска. Пойте, пляшите вместе и радуйтесь, но пусть каждый из вас будет одинок, как одинокие струны лютни, хотя от них исходит одна музыка. Я всегда не просто иллюстрацию делал, а смысл. Хотел, вот что я хочу сказать, как я это понимаю. Чтобы это не было просто как гербарий какой-то к тексту, такой вялый, слабый. Я очень люблю серию твоих картин «Полет над тернами». О чем ты говоришь в этих работах? Вот этот Тюрин. Адыги, когда идут в атаку, их невозможно остановить. Но если они хотят уйти, их тоже невозможно остановить. По 25 лет служили русские солдаты, они говорили, с какой стороны они нападут, ты не знаешь. Они вроде перед тобой, они и сзади, и везде. И вот в этих тернах они проходили, уже захваченная территория, все, сожжены аулы. Они считают это своей территорией, и вдруг на них нападали. Они вот в этих тернах день проводили. Вырубали тропинку, внутрь заходили. Случайный человек в поле встреченный это видел. Приносили еду им, все, они с собой не брали. Они там находились и ночью передвигались. Даже кони кастрированные были, чтобы не заржал там. А копыта не подковывали. Определенным образом их так выращивали, что стаканчиком называлось.
Вся русская армия, казаки, все покупали этих лошадей. А аул моего отца называется «Сидящий в тернах». И жизнь моя точно так же проходила в этих тернах. Хотя она истории как бы не касается напрямую, но все, что я пытался сделать в этой жизни, как я себя вел, это связано вот с сопротивлением и скрытностью какой-то. Только в работах я смысл старался уложить. У тебя много пейзажей, которые зритель часто воспринимает как апокалиптические. Черные горы, горящее небо, горящий терновник, предвестие войны, предвестие ужасов. Эти мотивы часто повторяются. Видимо, ты размышлял о чем-то очень важном для тебя. Вот думал о жизни, о человеческой, о судьбах, о судьбе, о моей, о стране, там, не знаю, о моем народе. Для адыга, для черкеса, если мальчик становится художником, ну, это же равносильно, я не знаю, это почти страшно, это почти позор. Но Феликс осознанно пошел по этому пути, и он получил, надо сказать, блестящее образование. Он не только художник, он намного глубже, он философ, он являет видение своего мира, древней крови своего народа, профессионального мастерства, ведь в руку ему ставили школа советских художников. Очень глубоко, он профессионален, он глубок, он настоящий. И говорить о том, что его творчество узконационально, я бы не стала. Уникально ли? Да. Несет ли в себе культурный код? Несомненно. Но намного глубже, и намного шире, и намного интереснее. Вот «Стена плача». Молодой художник с этюдником. Все деревья ухайдокали, все деревья, попилили ветки. И у него жизнь такая, он не успел распушиться, там, художник, уже смотрит, где ему жить, как ему жить на этих объявлениях. «Стена плача» своего рода. А ты как сам свой стиль называешь? А? Ты сам как свой стиль называешь? Кого называют? Стиль свой. Ой, да какой стиль? Никак... Ну-ка, расскажи. Вялый реализм. Он учился и в Строгановском институте, и в Суриковском. Это два разных направления, даже в преподавании, даже в визуализации тех предметов, которые художники и скульпторы, вышедшие из этих двух учебных заведений, они абсолютно разные. Он в себе их трансформировал, перенеся на свои холсты впечатление о европейских северных пейзажах. Я вижу плоское изображение пустыни, которое очень похоже на изображение берегов Северного моря. Я вижу фигурки, которые передвигаются по этой пустыне, похожие на зиму где-нибудь в Нидерландах. У меня на ум приходят голландские и фламандские пейзажи. И это умное, интеллектуальное переосмысление своих снов. Непонятно, где ставит ракурс художник. Когда мы смотрим на картину, она объемна, она впитала в себе просто какую-то вселенскую широту. И это трудно ее измерить шириной и высотой. Там целый мир, он заглотил, он глотает его. И это возможно именно особым положением художника. Он отстраненно где-то сверху парит, как птица, и в этом ракурсе запечатлевает. Поэтому его картины – это очень большой захваченный мир, где твердь земная и твердь небесная соединены, а природа и человек где-то там вот запрятаны, где-то в какой-то части этих границ существуют. В горах Адыгеи, в ущельях, где протекают горные реки, есть много рыбы. На склонах водятся кабаны, косули, особенно много лис.
Взяв ружье, Дархана, это такая порода охотничьих собак, Петуваш уходит поохотиться на 2-3 дня в горы или к лиману, ведь рядом море можно половить рыбу. Собака в лодке, звезды над головой и древнее ночное светило, указывающее рыбакам путь среди бесконечного сплетения водяных дорожек в застывшем тростнике. Тишина в душе, в сердце и в мире. Все, как когда-то было в далеком прошлом адыгейского народа. Промыслы, охота, дозор. Вот, Феликс, вот рассказывай теперь, почему скрытая раковина? Откуда здесь хижина? Почему ночь? Что за сад? Почему 4 сезона? Почему человек лежит в покрывале из звезд? Вот жемчужина – это как любовь. В раковине она. И чтобы до нее дойти, до этой любви, почувствовать и оценить эту жемчужину, ее надо вскрыть, причинить боль, разрушить. И тогда ты дойдешь до нее. Ну, как бы на одном дереве все времена года. Это постоянно в человеке происходит, и это, и все, и текст. И он там, возможно, умирает. Здесь на одном дереве, на одном и том же, и лето, и весна, и зима, все вместе. А что после смерти с ним будет, Феликс? Я не знаю. Это такой темный лес. Я думаю, что я попаду в мир вечной охоты. Лично я. Художники магического реализма встречаются в истории самых разных стран. Этих художников объединяет часто биографические некоторые моменты. Как правило, это не люди, находившиеся в эпицентре богемной тусовки, модной художественной жизни своей страны или своего региона. Такие художники-отшельники, взгляд которых устремлен, как у настоящих пророков, внутрь себя. Это путь философа и путь человека, интересующегося своим внутренним миром, и как понимающий, как древний греческий Сократ, что главное, что можно познать только общаясь с самим собой. Для этого не нужны никакие внешние источники познания. Тут все рядом, как в жизни. Ну, тут про охоту, вот книги всякие. Вот первый башмак мой, имя когда давали мне на правую ногу, он сохранился, матушка хранила. Я взял в рамочку, вставил, тоже храню. Ну, раз матушка хранила, значит, это когда-то может пригодиться. Может, я где-то перерождение будет, у меня хотя бы на правую лапу будет башмак. Так, что мы дальше имеем? Это подруги мои по жизни, любови разные, натурщицы там, не знаю. Любим мы натуру рисовать. Обнаженные. Это рыжий вариант, красный, освещающий палитру своим цветом и среду моей мастерской. Светлый вариант белый и темный вариант. Черная ню. Это рыжая ню, белая ню, черная ню. Есть уникальное место, где над двумя берегами натянут этот висячий мостик. И он мне сказал: Настя, так вот этот висячий мост и я, идущий по нему, это и есть мой жизненный путь. Вот я так себя представляю в этой жизни. Этот висячий мост – это такая конструкция с гибкими канатами, как и наша жизнь. Она непрочная, она относительная, она постоянно вибрирует, мы постоянно боимся, и нельзя сделать шаг влево-вправо, потому что упадешь в пропасть. И вот эта река бурная, она течет под нами, нам всегда есть искушение посмотреть туда и заглянуть, созерцать, что там. А нельзя, нужно пройти ровно, стремительно и не упасть.
Вот такая вот непростая человеческая задача. Хорошо. А что это за человек в лодке? Ну, я знаю, что какого-то числа будет ночное затмение. Мне это было интересно увидеть наяву, как это выглядит и вообще. Сел, взял сеть, раколовки, собаку, ружье, все, на всякий случай. Что добуду, то добуду. И отправился, а тут туман. Как он сел, сутки, двое, трое. А там из лимана в лиман надо пройти по стежке по узенькой, в камышах, чтобы вернуться туда, на кордон. И там еще лиман пройти. Не мог найти эту стежку. А казаки обычно делают так: камыш в пучок и такая голова, как человеческая, получается. Такая метка ставится. Кто-то взял, сломал, убрал или что, я не знаю. Куда-то она исчезла. А там выйти на сушу даже негде. Там где-то гряды есть, куда можно на землю ступить, а так кругом камыш, вода, до горизонта и десятки километров. Ну и ночевал, вычерпывал из этой старой лодки в воду. 3 суток я там вообще думал, хана мне. Стала погода налаживаться под конец 3-го или 4-го дня. И слышу такой бум-бум, как колокольный звон вдалеке. Егерь, зная, что я ушел, он понял, где я, что и что со мной произошло. Он рельс повесил кусок, стал бить у него, чтобы я направление хотя бы знал. Лиман большой, если я весь оплывать буду по берегу, я выход не найду. Короче, я нашел стежку, вернулся, погода наладилась, и по 50 грамм выпили, счастливые. Луна вышла, и началось затмение. Сбылась мечта идиота. Вот и картинка про вот это. Феликса не любить невозможно. Однажды он говорит: а я не боюсь. Вы чего-то не боишься? Он говорит: я смерти не боюсь. Для меня, когда я засыпаю, я не знаю, проснусь я в этот мир или проснусь уже в другой. И мне не страшно, но я люблю жизнь. Я делаю и буду продолжать. Я живчик, потому что имя Феликс похоже на феникс. Я возрождаюсь из пепла. Отношение к жизни и смерти у Феликса – это отношение самурая. Он готов ко всему. И он радостен в этом и прекрасен. И ту же искренность, ту же глубину, ту же отвагу, не браваду, но отвагу я вижу в его искусстве. Ну что, кто мы? Мы всего лишь луки, из которых стрелы наших деяний формируют будущий мир. Что за музыка звучит в вас? Что вам дает возможность брать в руки кисть и писать? Ну, прелесть этого мира вообще. Понять суть его вообще, смысл. Кто мы, откуда, как у Гогена есть картина, и куда мы идем. Вот это. И путь этот должен быть правильным вообще-то. Что еще могу сказать? Хотелось бы, чтобы получился этот путь. Не знаю как.